Проститься с 8-летним героем из Ингушетии, который спас своего тонущего друга, пришли тысячи человек. Сам Хизир Дербичев не смог выбраться из реки, его унесло сильным течением. Поиски ребенка шли несколько дней. О настоящем примере доблести Артур Мустаев. Он говорит: давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть. Это были последние слова 8-летнего Хизира Дербичева перед тем, как он прыгнул в воду, чтобы спасти своего тонущего товарища. В итоге мальчику удалось помочь другу, но самого унесло быстрое течение Сунжи. На поиски Хизира вышли тысячи спасателей и добровольцев. Подключились и правоохранители. Из Чечни были переброшены силы полка полиции специального назначения и МЧС. Общее количество задействованных людей 254 человека, 4 единиц техники, 1 плавсредство. Поисковая работа продолжается. От МЧС 104 человека, 4 единиц техники, 1 плавсредство. Докладывает заместитель начальника главного управления полковник Тагбаев. Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария, а еще неравнодушные жители других регионов страны и даже зарубежья подключились к поиску малыша. Живая цепь людей растянулась на десятки километров вдоль рек и берегов. Поиски усложняло сильное течение и резкий подъем уровня воды. Мы приехали с утра после утреннего намаза из селения Аксай, из Хасавюртовского района, из Республики Дагестан. Мы выходцы из Азербайджана, Белокан-Закаталинский района, Сорцы. В данный момент проживаем в Чеченской Республике, город Грозный, Ахматовский районе. В поисково-спасательной операции была задействована вся необходимая техника, в том числе дроны и подводные камеры. Но найти Хизира смогли лишь на 8-е сутки. Тело мальчика обнаружили под деревом в 10 километрах от того места, где он купался с друзьями. Тело было сильно зажато под деревом и вряд ли всплыло бы. Наши товарищи решили еще раз проверить это место. С большим трудом нам удалось поднять поваленные деревья и извлечь тело. Накануне в Ингушетии состоялись похороны Хизира Дербичева. Проститься с ним пришли тысячи людей. Каждый посчитал своим долгом проводить мальчика в последний путь, выразить соболезнования родным и, конечно, сказать слова поддержки, ведь на такой поступок решится не каждый взрослый. Поэтому его здесь по праву считают героем. Артур Мустаев, Зелимхан Бунташев и Аслан Лалуев. Вести, Чеченская Республика.